Уважаемые подписчики, сегодня наш выпуск передачи «Актуальное прошлое» посвящен рассмотрению новейших учебников по истории России и особенно основам российской государственности. Эти учебники появились сравнительно недавно и уже получили некоторые критические замечания. В частности, учебник по истории XX века под авторством Мединского был раскритикован, в частности, парламентом и государственными деятелями Чеченской Республики, но из-за того, что в нем были повторены те обвинения, которые в свое время еще в Советском Союзе были выдвинуты не только чеченцам, но и многим другим народам, калмыкам, крымским татарам, карачаевцам, балкарцам, что стало поводом для того, чтобы выселить их в Казахстан, и в северные регионы Сибири. Для нас этот вопрос тоже является очень актуальным, поскольку затрагивает крымских татар, которые также были несправедливо обвинены в этом учебнике как пособники фашистов. Понятно, что еще в 60-е годы эти обвинения были сняты как совершенно незаконные и произвольные. Поэтому повтор этих обвинений в учебниках – это, конечно, нонсенс. И, конечно, этот момент, я думаю, что будет снят. Но сама коллизия с этим учебником связана с тем, что в 90-е годы, после того, как были отвергнуты советские подходы, советские учебники, установился некий консенсус, когда некоторые проблемы, которые были связаны с историей народов России, рассматривались в том числе и в связи с научными достижениями и с современными научными знаниями об этих самых народах. В частности, один из таких сложных моментов – это был момент о так называемом монголо-татарском иге. И после неоднократных заявлений, после неоднократных просьб этот вопрос был отрегулирован. И я так понимаю, что это послужило такому смягчению войны учебников между Татарстаном и Российской Федерацией. Несомненно, это же вначале академические ученые разобрались в самих проблемах. Я в некоторых тоже участвовал, когда здесь стояние на Угре, например, обсуждалось в Казани, я там участвовал, и по проблемам тоже дискутировали с учеными из Института истории, российской истории. Что касается конкретного этого круга учебников, фактически мы сейчас имеем два учебных пособия, одно для технарей, другое учебное пособие для гуманитариев. Они немножко различаются, авторский коллектив тоже разный. Но есть, конечно, и методический материал к ним. Однако когда я начал смотреть эти учебники, действительно вызвавшие уже некоторые отклики, то подумал, что мне напоминает данный учебник. И как бывший школьный учитель я вспомнил, это очень похоже на обществоведение. В советский период мы изучали такое учебное пособие обществоведения, и там, конечно, с марксистской позиции это излагалось. А данные пособия, данные учебники, они излагают фактически такие общие вопросы, которые названы как основа российской государственности. Но на самом деле это общий подход в целом к российскому обществу, его месту даже в мире. И, конечно, такое пособие на самом деле требует очень серьезного анализа, и самое главное, оно требовало предварительно большой работы.
к сожалению, утверждает, что в Татарстане это пособие обсуждалось, но ученые не были привлечены к этому обсуждению. Поэтому сейчас мы можем уже как бы задним числом только анализировать те недостатки, которые там имеются. И потом, я думаю, что в этих пособиях мы четко видим некоторые новые тренды, которые образовались в российском обществе. Например, я, просмотрев полностью огромный Талмуд, там больше 500 страниц в одной из версий этого учебника, пришел к выводу, что очень четко заложена такая тенденция, связанная с некоторыми шовинистическими, националистическими подходами, которые сейчас в российском обществе весьма характерны. К сожалению, это очень затрудняет формирование такого братского отношения в российском обществе, и эти элементы, они в ткань учебника вплетены. Я думаю, что это не совсем удачный подход этих авторов. И мне кажется, что кроме татар и другие еще народы по этому поводу будут высказываться. Потому что когда все время утверждается, что русские были ведущие силы, русские создали вот это, русские вот это сделали, у нас русское государство, мы как бы остальных только русские сплачивали. И когда проводится знак равенства между русским и российским, я думаю, что это большая методологическая ошибка. Потому что, хотя авторы пособия утверждают, что в России много народов, и что эти народы, они сохраняются издавна, но когда ты все время декларируешь, что есть главный народ, остальные второстепенные, то это не вызывает взаимного уважения, к сожалению. И общий каркас учебника построен таким образом, что напоминает некоторые учебные пособия дореволюционной России, где таким агрегатором всего были русские, и вообще русские императоры все создавали. Остальные были как бы прикладывались только к этому главному тренду. На самом деле, когда ты пишешь общие подходы к истории российской государственности, ты там должен обязательно прописать роль других народов тоже. Например, меня буквально рассмешило такое заявление, совершенно в научном плане необоснованное, что фактически татары появились только в XIX веке. Вытекает такой вывод. Я начал вспоминать, совсем недавно мы дискутировали с одним шовинистом, который утверждал, что татар не было, нет сейчас и дальше не будет. Это немножко подкрепляет этот тезис. Но если татар не было в прошлом в российском обществе, или они как-то и татарами назывались, то что же делали те 10% татарской конницы, которая в 16-17 веках обеспечивала военное действие русской армии? Их прямо татарами называли, и во время призыва на службу они так и записано, служилые татары. Да. То есть татары, оказывается, были на самом деле, но авторы учебника никак не смогли сформулировать главный подход к этому вопросу. Он на самом деле во многих аспектах проявляется, потому что когда Золотая Орда как бы отодвигается в сторону, и в пику уже недавно принятым решением опять поднимается вопрос об иге, возникает тезис о том, что там в Золотой Орде вообще народа татар не было, а были только племена какие-то. Я сразу вспоминаю, это же сталинская формулировка. Золотая Орда как кочевое, рыхлое, паразитарное общество, где, Сталин подчеркивал, нации не было татарской. Специально подчеркивал. Это как раз эти идеи смыкаются, и я думаю, что это показатель некоторых идеологических трендов на самом деле. Тут есть еще один такой сложный момент. Дело в том, что хотя учебники называются «Основы российской государственности», больше всего в этом учебнике ведется речь, кроме о государственности, о цивилизации. И постулируется возникновение некой российской цивилизации, которая возникает как некое содружество
всех народов, которые проживают на территории этого государства. То есть это единое цивилизационное пространство. Это очень правильно. И недаром даже в стратегии государственной национальной политики Российской Федерации, которая принята в 2022 году, прямо указывается, что в основе лежит положение необходимости укрепления государственного единства и целостности России, сохранения этнокультурной самобытности ее народов, сочетание общегосударственных интересов и интересов народов России. Но как могут соблюдаться интересы народов России, если в этих учебниках об этих народах вообще речь не идет? Вот, допустим, там есть такие врезки о разных государственных деятелях или каких-то важных событиях. Только в одном месте там присутствует, причем именно как Булгария, которая приняла 1100 лет назад ислам. Это единственное, где есть что-то на этих врезках о татарах. То есть нет никаких ни государственных деятелей, ни общественных деятелей, ни деятелей культуры, хотя указывается, что татары – это второй по численности народ Российской Федерации. На самом деле ситуация, Андрей Иванович, хуже. Вот как раз я являюсь автором специальной статьи по тюрко-татарской цивилизации. И могу сказать, что они свой принцип, вот подход, до конца не смогли выдержать. Там есть противоречия. Вот если посмотреть, они же объявили Россию, страну, Россию одной цивилизацией. Но если смотришь вглубь учебника, там, оказывается, на самом основании вот этой цивилизации лежит византийское православие. Да, и славянский фактор вперед выпячивается, и еще православный. И, конечно, вот такую схему фактически мусульмане не вписываются. Они оказываются или на вторых ролях, что по отношению к носителям мировых религий вообще неприемлемо. Татары, мусульмане и другие мусульманские народы себя никогда не признают ниже стоящими, чем по отношению к христианам. Это невозможно просто, потому что у нас… Нет, это идет в противоречие с постулированием, да, собственно, национальной политики, да, Российской Федерации. Однозначно. Здесь вот концы с концами не сведены. И таких моментов в этом пособии достаточно много. Я думаю, что если бы коллективные обсуждения были с учетом разных мнений, это можно было бы избежать, потому что в концептуальных документах российских там эти вопросы достаточно грамотно выстроены были. Вот концепция национальной политики, там все это хорошо написано. Многонародные, да, нации политические, да. Да. Но здесь какие-то ошметки вот этих вот представлений есть, но они быстро погребаются под такой выпеченной российской державной идеологией. Вот именно. К сожалению, они вот пошли ошибочным путем. Ну, может быть, это соответствует современным идеологическим трендам, но это не соответствует интересам народов России. Потому что для того, чтобы единство обеспечивать, нам необходимо историю друг друга хорошо знать и грамотно излагать. Вот я просто приведу некоторые примеры, которые показывают, насколько авторы этого учебного пособия не осведомлены в исторических вещах. Они, например, перечисляют ряд татарских государств, которые возникли после распада Золотой Орды. И при этом все они, Крымское ханство, Казанское ханство, Астраханское ханство, Сибирское, названы ордами. Да. Между тем, уже в средневековом российском лексиконе орда объясняет конкретное образование, которое носит кочевой характер. Вот на самом деле татарские ханства, которые находились, вот я их перечислил, на совершенно некочевых территориях, и у них экономика была совершенно иной. Они поэтому и назывались ханствами, а по-русски царствами назывались. Это поэтому такие вещи допускать, это же ляпсус в учебном пособии. Ну, может быть, интерес, вот он как есть. Формулируется, что это не просто, ведь говорится, что были орды, это
источник опасности Да, да. и источник враждебности. То есть этот учебник, который вроде бы должен в прошлом находить черты взаимодействия и ну, таких дружеских цивилизационных контактов, на самом деле прокламирует нечто совершенно иное. Сначала говорится, что на русские земли обрушивается монголо-татарское нашествие, обернувшееся 240-летним ордынским игом, а после распада Единой Орды русским землям продолжали угрожать различные татарские государства – Большая, Крымская, Ногайская, Астраханская, Казанская, Сибирская орды. А вот с конца XVII и до начала XX века России пришлось оберегать свои южные границы от притязаний Османской империи. Ну, ладно, с Османской империей можно еще поспорить, но здесь, когда говорится о татарах как источнике такой внешней угрозы, то о каком единстве цивилизационном России мы говорим? А ведь это в других главах учебника говорится именно о том, что все народы России жили в цивилизационном единстве и вместе создавали и созидали это государство. Ну, как же так, если же это враждебное окружение? И вот, извиняюсь, это... еще один пример приведу, как раз показывающий, вот, насколько они не осведомлены и очень узко и совершенно, вот, ну, можно сказать, националистично настроены. Например, там есть обсуждение в самом начале проблемы российского герба. Там, ну, ясно, что российский герб имеет важный элемент в виде двуглавого орла. И вот они приводят только одну версию формирования российского герба, вытаскивают двуглавого орла из Византии. А на самом деле мы знаем большое число золотоордынских монет, где двуглавый орел спокойно присутствует. Хан Узбек, хан Джанибека и так далее. И даже в 17 веке на российском гербовнике мы знаем, что двуглавые орлы имели татарские короны Казанского, Астраханского, Сибирского царств. И это и титулатура российских царей входила все это. И специальная работа есть, в том числе я писал, что этот символ может иметь татарское происхождение. Если ты строишь вот такое государство, где одна цивилизация, где много каких взаимных влияний было друг на друга, на этой основе цивилизация выстроилась, почему в этом учебном пособии не сказать, что есть и другая позиция, другая точка зрения насчет происхождения российского герба? Это же, во-первых, учебник украсило бы, во-вторых, соответствовало историческим реалиям, и в-третьих, было бы воспитательное значение бы имело. Да, ну и там много чего перечислять, чего нет в учебнике. Ну, например, что самое бросается в глаза, что говорится о различных войнах, в том числе оборонительных войнах, когда Россия защищалась от нашествия Наполеона, от нашествия шведов, ну и целый ряд таких моментов, в том числе и русско-японская война, и Первая мировая война, но нигде не указано, что татары играли важную роль в военных усилиях российского государства. И даже там, где, казалось бы, невозможно это не указать, например, Ливонская война, здесь никак не подчеркивается вклад ни татар, ни других народов в защиту рубежей российского государства, в то время как и служилые татары, и служилые царевичи не просто командовали войсками, были главнокомандующими, например, шейх Али во время Ливонской войны командовал силами, которые вторгались в ливонские земли и осаждали Таллин. Но здесь как-то обошлись без этого. Во время войны с Наполеоном татарско-башкирское, теперятское войско оказало значительное влияние и дошло до Парижа,
но здесь в учебнике об этом не сказано. То есть такая фигура умолчания. И получается, действительно, это сделано для того, чтобы показать, что основную тяжесть создания и защиты этого государства играли русские. Не россияне, а именно русские, что, конечно же, неверно. Но я-то думаю, что это такие родовые травмы, которые, может быть, можно исправить. Но есть моменты, которые совершенно нетерпимы. Например, представление авторов о происхождении татар и формирование татар как нации. Здесь, причем самое-то что ужасное, что здесь речь идет о разделе, который не только для научно-технических вузов и специальностей, но и для гуманитарных. И в том, и в другом учебнике там есть разночтение и даже противоречия между ними по вопросу о происхождении татар. Но есть моменты, которые фактически не просто ненаучные, а противоречат тем фактам, которые вообще были сделаны за последние 70 лет нашей наукой. А в начале 21 века были закреплены и в семитомной истории татарского народа. Вот, кстати, извиняюсь, здесь я просмотрел, там же есть список литературы, предложенный для чтения фактически. Там вообще-то наших работ практически нет. Да, это означает, что специально, может быть, неосознанно эти работы исключены из литературного фонда. И на самом деле, когда протаскивается односторонний взгляд, действительно, другой взгляд можно не замечать. Но это не украшает работу, к сожалению, и делает ее менее научной. И в том числе вот вбивать в голову бедных студентов ошибочные взгляды, это же, даже если у тебя есть цель какую-то государственную линию проводить, я думаю, что это неправильный ход на самом деле. Научные взгляды должны находиться на базе этого издания. Да, даже вот о происхождении татар здесь довольно путанно рассказывается, что название татары позднее и пришедшее из русского языка. Вообще это, конечно, заявление очень скоропалительное, я бы сказал, совершенно непонятное. Дело в том, что в другом месте одного из этих учебников написано, что современные ученые связывают обозначение населения Орды именем татары с китайскими летописными традициями. Так, вообще, как-то авторы, видимо, даже не пытались синхронизировать это сведения между собой. То есть, а как должны студенты-то с этим разбираться? В одном случае говорится, что это русское, позднее название, в другом говорится, что это пришло из Китая, по крайней мере, значит, уже речь идет, очевидно, о каком-то 12-13 веке. Но все факты, которые есть в распоряжении науки, свидетельствуют о том, что это было имя известно еще, по крайней мере, с VI века, а в VII веке были зафиксированы на тюркских рунических памятниках. То есть, во-первых, оно не позднее, во-вторых, не пришло из русского языка все-таки. Нет, вот у них концептуальные, конечно, взгляды, и на самом деле здесь догматические, можно сказать. Сталинистские. Одерживают верх, да, они из-за этого с научной позиции уходят. Хотя они неоднократно подчеркивают, что историческая наука существует. И она, там могут быть всякие споры и так далее, но по их взглядам в учебниках должна излагаться бесспорная позиция. Я с этим вообще не согласен. Разные подходы могут быть, и в учебниках тоже. Но дело не в этом. Вот смотреть, что получается как раз по этнической истории татар. Они утверждают, что вот поволжские татары, они сформировались на основе булгар, кипчаков и финно-угров. 3 компонента
указывает. Да. Но, извините, а где же золотоордынские татары? Мы же специалисты вот как раз прекрасно знаем, во всех татарских ханствах прекрасно сидели татары, которые были правящим сословием. И даже по Казанскому ханству один документ, Вадим Трепавлов его обнаружил и опубликовал, сохранился. Это начало XVI века, когда есть общая численность вот этих татар. Их 20 тысяч человек было мужского населения. То есть на самом деле значительная масса здесь сидела в Казанском ханстве, и они вошли в состав этих татар, как, так сказать, как этнический компонент. Но так как вот авторы учебника хотят обойти золотоордынский этап нашей истории, они на этот момент закрывают глаза. Но это не научный подход. Понятие татары и татаро-монголы – это изначально политонимы, то есть наименование объединения множества кочевых племен, населявших Орду, где в политическом смысле доминировали монголы, но в этническом – степные, в основном тюркские племена, в первую очередь половцы. В 15-16 веках после распада Орды на несколько отдельных ханств на территории этих ханств или в местах кочевья отдельных племен стали формироваться новые этносы. Ну, оставим русский язык в стороне. Ну ладно. Так в пределах Казанского ханства возник этнос современных поволжских татар, которые являются потомками тюркских народов, волжских булгар и половцев, а также частично финно-угорских народов Поволжья. Подождите, значит, сначала вы говорите, что в этническом отношении их сложение на основе степных тюркских племен, в основном половцев, которые распались в местах кочевий. То есть это кочевые имеется в виду племена. Ну, простите, Казанское ханство никогда не было кочевым государством. Одновременно на основе тюркского элемента и местных этносов в разных регионах возникло еще несколько этнических групп, никак не связанных между собой кровным родством, но носящих тоже имя татары. Крымские, сибирские, астраханские татары. Но, например, получается, значит, что в учебнике, который для гуманитариев, что татары возникают, значит, в пределах Казанского ханства, ну и после Золотой Орды. Но, а что мы читаем в учебнике, который посвящен, предназначен для технических вузов? Название татар использовалось русскими чиновниками для обозначения тюркоязычных жителей Российской империи. Так появились сибирские татары, по культуре значительно отличавшиеся от казанских. Крымские татары, имеющие в культуру и языке большое количество турецких элементов. Кавказские татары, я, кстати, нигде не встречал такого термина. Так обозначали азербайджанцев, нагайцев, карачаевцев и балкарцев. Ну, балкарцы вообще обозначались не как кавказцы, а как горские татары. Ну, ладно. В XIX веке, когда активно шли процессы нациостроительства, татарская казанская интеллигенция видела в использовании этнонима татары возможность объединения большинства тюркских народов Российской империи. Именно поэтому этот этноним был принят в качестве самоназвания. Так кем он был принят? Значит, получается, что один учебник говорит, что уже татары были, и они возникли в период Казанского ханства. В другом учебнике говорится, что никаких там не было, а были какие-то булгары, и которые стали только в XIX веке. Какая-то казанская интеллигенция объявила всех татарами, и все покорно приняли это самоназвание. Но это, по крайней мере, не научно. Здесь есть несколько ошибок на самом деле. Первое, авторы этих учебных пособий не различают национальный этап от донационального этапа. Вот то, что это обычно советские, да. Да, но они просто татар не хотят признать нацией. Вот в чем проблема. Это вот серьезный вопрос, на самом деле. Можно много дискутировать по этой проблеме. Сталин тоже был не очень склонен татар считать нацией. Потому что когда вот выдвинули 3 критерия, чтобы Татарстан не стал союзной республикой, там кроме того, что миллионное население и внешние границы были нужны, еще надо было иметь определенный уровень развития.
Вот, Сталин не включал татар в состав буржуазных наций, чтобы не дать союзного статуса. Но потом наши ученые доказали, что мы были этой самой нацией, и сейчас это достаточно распространенный взгляд. Но кроме того, вот со средневековой историей у них тоже большие нелады. Вот отсутствие татар здесь, в Казанском ханстве, это же вообще нонсенс. Мы знаем, как Казанское ханство образовалось, и мы знаем, что последний золотоордынский хан Улуг-Мухаммед пришел сюда со своими кланами. Причем из-за того, что Улуг-Мухаммед происходил из рода хана Тахтамыша, в Крымском, Касимовском, Казанском ханстве правящий слой состоял из одних и тех же кланов. Ширины, Барыны, Арганы, Кипчаки. Кто же это такие, если не татары? Это классические золотоордынские татары. Они не просто сюда пришли, они здесь осели, здесь продолжали существовать и держали всю власть. И вот эти кланы, конечно, на некоторых территориях могли различаться между собой. Скажем, набор кланов в Астраханском ханстве и в Сибирском ханстве был другой. Но что касается сибирских татар, мы знаем, что там правили шибаниды, которые неоднократно претендовали на Казанский престол, потому что они еще в период существования Булгарского вилаята здесь сидели уже, эти шибаниды, и в татарских легендах это очень хорошо нарисовано. И население перемещалось туда-сюда. Мы это и в татарских достанах видим. Вот знаменитый Чура-Батыр, он был по клану принятия Аргыном. Он там и у казахов есть в достанах, и когда в достане описывается его путешествие, он там, кроме Крыма, и в Астрахани побывал, там Касимов побывал, в общем, туда-сюда ходил, потому что это же был общий татарский слой как раз золотоордынского происхождения. Но когда ты не хочешь видеть золотоордынских татар, да, у тебя такая схема получается. От булгар ты переходишь к поволжским татарам. Но чтобы не называть золотоордынских татар татарами, их называют ордынцами. Или ордынские татары еще. Ну, это вот попытка ликвидации средневековых татар, я считаю. Но она не может увенчаться успехом, это попытка, потому что если закрываешь главные исторические источники, это не означает, что ты на хорошем пути, к сожалению. Но здесь еще один момент. Я вот в развитии этого. Тут есть и методологическая, и методическая проблема. Дело в том, что, говоря о том, что татары – это политоним, создатель учебника выступает некоторым образом как такие конструктивисты, ну, сторонники того, что происходило сложение, формирование этих этносов. Но если мы почитаем несколько страниц до этого, когда речь идет о русском народе, то здесь авторы выступают практически как примордиалисты. То есть русский-то народ возник уже в X веке, смешавшись, когда какие-то варяго-русы, как сказано в учебнике, с некоторой долей щуди. Ну, да, ну, там варяго-русы смешались со славянами и превратились в русских. То есть уже тогда сформировался как единый русский этнос. Но и дальше, ну, это же тоже тогда политоним. Если он, значит, сложился, и как называло себя основное население Руси, мы вообще не знаем. Русь – это все-таки служилый слой, это завоеватели, это аристократия этого государства. А, значит, получается, что они дальше производят, и весь народ именуется русским. И российская цивилизация ведет с этого момента. А вот когда речь идет о татарах, то здесь получается непонятно. Золотая Орда вообще выпала, и татары где-то между небом и землей болтаются, пока, наконец, как-то не пытаются угнездить их, то ли в Казанском ханстве, то ли гораздо позднее, в XIX веке. То есть мне кажется, что методически и методологически, конечно, этот учебник не выдерживает никакой критики в плане ну, рассказа об этнических реалиях. Но здесь еще один такой аспект я бы отметил.
Вообще совершенно правильно, мне кажется, подчеркнуто, что это попытка вообще отменить и закрыть татарскую нацию. И мы видим, что подобная попытка в последнее время, подобные попытки в последнее время возникают все чаще и чаще. То Институт языкознания объявляет войну татарской нации и отменяет ее своим решением, заявляя, что татары вообще не являются никаким единым языковым и этническим пространством, а на самом деле сибирские, астраханские и татары-мишари вообще на самом деле все совершенно разные группы. То есть фактически мы имеем дело возврат к сталинским не просто учебникам, а сталинистским представлениям о формировании татар от булгар, то есть фактически возрождение булгаризма, но уже не в татарской среде, а российское государство пытается булгаризировать нас. Это, конечно, подход имперский на самом деле. Вот, для того, чтобы подчеркнуть, насколько там много ошибок, я хотел бы еще один сюжет затронуть. Вот здесь речь зашла уже. Авторы учебника признают, что в формировании поволжских татар участвовали кипчаки, но отрицают, что наименование татары было в более раннее время. Однако, как человек, который немножко занимался этнической историей татар, я могу сказать, что кипчаки долгое время жили в Кимакском каганате, были частью этого населения, а Кимакский каганат в качестве правящей элиты имел клан татар. То есть в определенной степени кипчаков, вышедших из Кимакского каганата, можно рассматривать как продолжателей татарского дела, татарского этнического сообщества. И мы имеем множество других доказательств этого, потому что татарский язык относится к языкам кипчакского типа. И это совершенно не случайно. Мы имеем длинный исторический хвост, где татары, как очень давние насельники Центральной Азии, потом бассейн Иртыша, Южной Сибири, они участвовали... Вплоть до Приуралья. Да, вплоть до Приуралья. Они участвовали в ранних процессах, и когда ты не хочешь видеть этого или не знаешь, как все это происходило, ты приходишь к совершенно ошибочному выводу. Поэтому, наверное, авторы подумали, что если к булгарам добавить половцев, татары не появятся. Это их желание татар уничтожить в истории. Но так не получится, потому что научные данные показывают, что татары были и есть. Это, конечно, для них неприятное открытие. И я думаю, так сталинский подход, он отчасти, присутствует в этом учебнике, он объясняется тем, что татары, которые являются тем народом, которое создало не просто государство, но и в определенной степени подчиняло русских, они не очень нравятся составителям этого автора. Потому что... Учебника, да. Потому что жить несколько столетий под так называемым игом татар, это, конечно, для великого народа, которым объявляются одни русские, не очень приятное открытие. Это хотят скрыть, но историю так писать нельзя. Надо же в истории описывать все так, как на самом деле было. К сожалению, от объективного анализа авторы уходят в сторону, и студентам пытаются вдолбить в головы, как они говорят, уже одномерную историческую картину, потому что это, мол, соответствует государственным интересам России. Но я, чтобы показать, что насколько это может привести к большим ошибкам, могу сказать, что есть прогнозы Организации Объединенных Наций о том, что к 2050 году в России примерно 37-38% населения будут мусульмане, потому что число мусульман увеличивается. И когда ты пишешь историю только с точки зрения православного христианства, с точки зрения только русской истории, куда ты денешь эту часть своего населения? А мы еще не учитываем буддистов и всех прочих.
Я думаю, что такого ряда учебники и такие подходы, они могут существовать только временно, под большим принуждением только. А в историческом плане они не смогут существовать очень долго. Ну вот, например, авторы учебника издеваются, ну, собственно, не только над татарской историей, но и над национальными символами и татарскими праздниками. Например, вот такой пассаж. «Татары – земледельческий народ. Именно с земледелием связан один из важнейших праздников татар – Сабантуй, имеющий древние домусульманские корни». По-татарски «сабан» – плуг, «туй» – праздник. В 60-е годы он стал основой для формирования так называемой новой советской обрядности, не связанной с мусульманской религией. И для него были разработаны типовые сценарии, по которым его отмечают и сейчас. Это по форме правильно, а по сути издевательство, потому что Сабантуй, который вобрал многие элементы джиена, который отнюдь не просто так в советские годы был разработан сценарием, а джиен был просто запрещен и всячески уничтожался. И просто татарский народ вынужден был под видом вот этого Сабантуя, праздника плуга, протащить те древние обряды, которые были присущи многим народам Азии. И праздник Сабантуй стал национальным праздником всех татар. Вот они как раз, Искандер Леонидович, они не различают народный и национальный, для них вообще не существует. Они не понимают национальной стадии развития культуры. Это разные вещи, и поэтому татарская нация, она формировалась и в советский период. Это никуда не уйти. И вообще трансформировалась, да. И татары продолжали формировать на основе своей традиционной культуры новые явления. Это для всех народов характерно. Тут ничего такого нет. Да, да. Ну вот, как вот можно, допустим, кроме как издевательством, назвать такой вот пассаж. В среде образованных татарских предпринимателей, связанных со Средней Азией и Турцией, получил распространение язык тюрки, в кавычках, чуждый татарским крестьянам, но широко распространенный азербайджанцев, турок, туркменов и крымских татар. В этом языке имелось большое количество арабских и персидских слов, и он рассматривался как общий язык всех тюркских народов от Кавказа до Якутии. Но вообще это не просто безграмотность, я говорю, это чистое издевательство. Да. Потому что, ну, во-первых, от Кавказа до Якутии, я прошу прощения, в Якутии свой литературный язык, и он сложился уже достаточно давно. И это совсем не язык тюрки. Он не имеет ничего общего с тюрки. И вообще тюрки, если уж они хотели, да, это совсем турецкий язык, это язык агузской группы, сложился на другой литературной норме. Поволжские тюрки – это совсем другой язык. Но ведь авторы учебника издеваются не только над языком, но и над выдающимися представителями татарской культуры, которые являются символами его. Ну, например, над Габдуллой Тукаем, чье имя, например, носит Казанский аэропорт. Сказано буквально: именно из этих кругов вышли такие известные деятели татарской культуры, как, например, Габдулла Тукай. В юности он переводил басни Крылова, стихи Пушкина, Лермонтова на татарский язык. Когда в ходе революции 1905-1907 годов манифестом 17 октября 1905 года была провозглашена свобода слова, и в России появились газеты на татарском языке, Тукай стал печатать в них собственные сочинения, воспевавшие татарский язык и татарскую культуру. Простите. Значит, получается, с одной стороны, этот язык был непонятен крестьянам, но при этом он воспевал, Тукай, татарский язык и культуру. Значит, начинал он с переводов каких-то, и только потом пришел к тому, что стал сочинять. Но это, еще раз говорю, не иначе, как
издевательство над национальными символами татарского народа, это абсолютно никак не назовешь. Нет, но тут полное непонимание того, что есть национальный литературный язык, как он формируется. Это очень много и теоретических работ на этот счет есть, и в СССР об этом писали. Просто люди не осведомлены об элементарных вещах. Да, но это делается специально для того, чтобы, опять же, нивелировать, доказать, что никакой татарской нации не существует, никакого национального языка не существует, что язык, значит, вот этот совершенно непонятен основной массе населения. Но, очевидно, они понимают это, что попытка сконструировать российскую цивилизацию в их учебнике, она вообще наталкивается на то, что, как писал Ленин, что в русской культуре было две страты. Значит, одна – это народная, а другая – это аристократическая. Тем не менее, они пытаются создать какую-то единую русское цивилизационное пространство на основе этого, отвергая вот эти различия. Но эти вот зафиксированные различия, они переносят на то, что было у татар. Хотя у татар как раз этого в XIX веке, по крайней мере, уже не было, поскольку сформировалась единая нация. Кстати, вот в учебных пособиях есть попытка сказать, что русское и российское – это одно и то же. Там в некоторых местах прямо об этом написано, в некоторых местах косвенно. Но на самом деле, когда ты протаскиваешь такую точку зрения, то для других народов, которые создавали одновременно с русским эту государственность, места уже не остается. Или они выталкиваются на периферию истории. И мне не кажется, что другие народы будут терпеть такое отношение к себе. Потому что вот я как татарин прекрасно помню рассказы своего отца. Он участвовал в Великой Отечественной войне, он дошел до Одера и Нейса. Это татары, они вот защищали Москву сначала, они проползли на брюхе до самого Берлина фактически. Мы эту страну защищали, воевали за ее интересы. И после этого нас объявлять как бы несуществующими и пытаться принизить наше участие в общем историческом процессе, это, конечно, надо додуматься до такой низости. Я считаю, что авторы учебников, они со своей задачей не справились. Ну, самое плохое, самое неприятное, что главным редактором этого самого учебника является уважаемый Петр Уваров, член-корреспондент Российской академии наук, который долгое время был замдиректора Института всеобщей истории, членом ВАКа, уважаемый, серьезный человек, который пишет интересные, серьезные работы, в том числе и по методологии истории. И то, что он редактировал и поставил свое имя в таком антинаучном учебнике, который провоцирует национальную рознь, который оскорбляет татар, это совершенно недопустимо. Я считаю, конечно, что он должен был бы, конечно, или как-то эти вещи подойти как ученый, а не как какой-то политикан. Нет, на самом деле нужна очень глубокая экспертиза данного учебника. Хотя он издан и уже начал использоваться, но всегда можно заменить на другое издание. Но мы затронули только часть проблем. Там на самом деле проблем очень много. Если анализировать там более поздние этапы, там советский период, там и 90-е, 2000-е годы, там везде есть свои вопросы, которые надо заново осмыслить. Поэтому мне кажется, что ученые и других народов обратят внимание на это учебное пособие и еще выскажутся в свою очередь. Я считаю, что вот Татарстанская академия наук должна сказать свое слово по поводу этого учебника. Да, я тоже думаю, что он требует серьезного обсуждения, критического осмысления
И, по крайней мере, вот то, что мы говорили, показывает, что он не только не создает основу российской государственности, но и разрушает, собственно говоря, закладывает под нее мину замедленного действия, поскольку отвергает и вклад других народов в создание российской государственности и цивилизации, и представляет эти самые народы в весьма искаженном виде.